Откуда их скинули, никто ничего не знает. Они пришли в белых халатах, в валенках, в полушубках, в общем, я тебе дам, и тут зробили в Полшині собрание. Тут была засадка, тут пасанки, за Червуками там пасанки. Его памятник стоит, там зустрелись партизаны и с немцами, и бились. Ну і поїхали туди, і там бах-бах-бах-бах, і загорілося. Ну, як напряму від нас кілометр 4, це Черемшич. Потом меня горнул какие-то жаль. Думаю, що йому та і мені. Ну чому ж? Як хватить? Що сам їх хватили і поперли? Тоді ж, через, може, години-дві, ворочаємось. Да, татусь, що, каже, сука, ти нас будеш травити? І загнали у костел. І там вони в костелі, може, дней 5 сиділи. И поехал. А я и не попрощалась. А вже долі горели. Уже там долі горели. Согнали в церковь этих людей, усіх, там у церковь, у хату і підпалили. То тут така, хто кого де, і на вулицях били, і везде был туда, которых не загнали в хаты. Уже сказали, что на ту игроску палить. Это Шиковичи, а надо Шимки было. Бо в эту були війни, як себе, дай Бог. Не виноватый. Уже которого надо было года забить. Живым остался, который мучился вот так. Ты знаешь, я и на фронте этого. Я не рассчитывал, что я в живых останусь. Не рассчитывал. Партизани. Тут така у Турові був этот старший немців. Він був чехословак. Словак? Чехословак. Чехословак. Ну, він отлично говорив по-русски. Прийдуть хлопці в Туру, він сказав, знаєте що, хлопці, или партизани, или поліцаї. Іначе йде війна, а війна ще у нього під Москвою була. Що ви, говорите, мені тут така розхажуєте? Или туди, или туди. Зато ж нас і спалили, і йшли солдати. І в 4 я пастила корови, а яны у 4 лежали, днем боялись йти. Ну, як напали, розбили, так яны ж добивалися далей туди в Росію, ці далей у групи, у які собиралися. А тоді я видела, що яны лежали. А прийшла, кажу гэта мамі і тату, тата кажуть, дітка, нікому, хоча не кажи. Партизаны уже появились осенью, бо стали уже у Кобыльнику гарнизонов занавес уже не стало туда избирать. Значит, уже знали, что партизаны есть немцы. У них же тоже разведка была. А хто були партизанами першими? И наши шли босота, а этому нужда заставляла. Был у полиции, а когда видят такое дело, там издеваются или где-нибудь, понимаешь, нет. Или военные били, паутуком, может, который утек, это закопали, а это не. А партизани откуда приходили?
Вот и местные Местные. Оттуда были, и за записочие. и за Песоча А были, там и які? Сторова были, и оттуда. А- Местные были От партизаны. одні, як бойці прийшли, то тоді вони трохи їх боялися, і які пішли за бойцами, то ті ходили на задання, бойці. А так эти партизани сидели, ховали собі і все. Это местные партизаны ховались, а то были бойцы, те, что в военной одежде. А бойцы, это, вы говорите, это что? Это кто с Москвы закинуты? Это кто? Откуда с Бреста. Когда немцы хлынули, их поразбивали эти войска. Поразбивали их то, я же говорю, глянь его, там военная гимнастерка, а тут рваная куфайка. Они попереодевались, чтобы вроде не видно было. Так это как окруженцы выходят? Да, да, окруженцы эти, которые остались, те все пошли, кто успел, то пошел за фронтом, а кто не успел, то в лесу остался. Где деться? Вот брат двоюродный тут вот сослуг, той был, Витя таки Жуков, был у партизанах, был пошовший. Вот его брали у Германию, и он везли разом з нами. И тогда он удрали они з Вильнюса, и много хлопцев тогда, и он тогда пошел в партизаны. А часто сюда партизаны приходили до вас? О, часто. И до блокады, и после блокады. Скоро после блокады появились. Мы тогда, как у подводах были, их с бомбежки этой положили, что же, до базы. Кажем, где вы были, тогда, как блокада отошла? Да, мы группировками маленькими на Литву давались. Ну что я буду в сапогах ходить, а партизан будет в лаптях ходить, снимай нахуй. А як вот говорить? Одни говорят, партизаны благие были, что это брали, другие хорошие. А Были, что вы были, скажете? те кадровые были, действительно партизаны, ты настолько не обирали. Ну надо ж питаться, понимаешь, возьмут что-нибудь, а были на место этих действительных партизанов, бандиты, як вот теперь кажем, еще, только наживались. Круги. Ездили, обирали Да. и наживались. Вот, на место их. И проследовали. Это действительные партизаны, если попадут в таких вот, так проследовали, убивали. Ночі партизани, а у день німці. Тата, ты же як у партизанские базы, Ага. тата попал. Ну, а тата наш поїхав у Дрови і попав у партизанські бази. Ну і що, і взяли його. Взяли його, ждем, нема. Ага. Ну, а тоді ж уже ночі партизани везуть його, батьку нашого, і повезся, питається, який він чоловік. Вот, який він чоловік. Хороший, ну все, хороший. І покинули. Тоді ж немцы приезжают ночью и кажут, если вы скажете уже кому, что там батьку злаем, мы вам языки отрежем, мы вам, ну, як почнуть сказать. Вот, ну, годик было. Это Вот. немцы говорят, или партизаны? Партизаны, у ночи придут партизаны, как уже немцы, как мы немцам не сказали. Ага. Вот як было. Партизаны и кабанов забирать, еще забирать, и одежду все брали партизаны. Ховали, боже мой, кабанов и коров ховали в подвал. Ну, придут стрелять, ну, давай. Ну что, тягни, давай. А придут раз все рассказывали, что там было ж уже дячо, и под дячо, так хай себе есть, только одежду ж брали, на что им одежда, а тогда продают. Вот. Ну и это под дячо, эту всю одежду. И дячо это подняли малого, и в койце всю постель, эту одежду забрали. Костюмы, какие были, все. Один вечір їм. Я кажу, татусь, може й ось Сахарин, надто ж не чай горький. Так буде татусь казати, моя десятка не Машака. Я ще не з'їздив, не купив я її. Каже, де мусите, я вже і не Машака. Ну, так воно. Ой,
Я скажу, что и смех, и горе. Дык татусь узяў гэтага авячага гною, у бумажку укрутил и под бальку. Ой, хлопцы, вот сколько сахару. Татусь каже, ну уже все, концы будет. Так это пришел партизан у хату? Да, свои суседи это пришли. Вот з Мішан, звярочак тут, як ми знали, рень. Но. Ой, каже, хлопці, сахар ёсць. Але яны не раскручивали и поехали. Ну, пошли яны. Тады ж, через, может, годины-две, ворочаются. Да татуся, что, каже, сука, ты нас будешь травить? Он каже, может, дети подложить. Але якраз наскочил этот Роман. Вот что я вам говорила. Наскочил этот Роман, а татуся вывели у Сенева, так вот, до стенки приложили, один стоит и с ружьем. Мы тут такой плачу, голос, и что еще. Ну так что ж, я ж скажу, что этот Роман наскочил. Это уже некий другий командир партизан. Да, это уже с другой группы. Это и он наскочил. Что, каже, суки? Крахоборі. Диктатор каже, ну так а що мені було робити? Він каже, правильно, мяньок. Правильно, мяньок. Хай йдуть вон на передовую. Хай немців б'ють, а не ззаду за сахаром глядеть. И он их загадал своим ну, бойцам, их завели, загнали там, завезли у лес за голубы и постреляли. Их троп. И застрелили. И они подчинялись Маркову. Марков был командир бригады на Нарыч. А у него несколько отрядов было. Это один отряд, человек 200. Там это. А может их там было не это, таких отрядов и 10, или 20. А тогда другие зробили другую бригаду. Зробили бригаду другую Волынец. А Волынец был, знаешь где? Возле Любани, в этом болоте. Там тоже Нарочанка речка, там была уже другая бригада. Росли грибы, понимаешь, или нет. А полиции, которая в гарнизоне была, вот в Мяделе, до последнего дня писали. Знают, может, родные или знакомых, кто вот так, заняси, отдай. Или ты его знаешь, ну, буду говорить, знаю. Заняси, отдай, он тебе не забьет. Вот что. Что отдать? Что, например, я, ну если тебе скажет, вот, Володя, приходил за Нарочан, и тебе тут место есть, работа есть, вот напишешь записку, вот знали уже. Полицию, эту, что в гарнизоне, до последнего дня как переходила у партизаны. Понимаешь или нет? Уговаривали. Такий закон был. Вот. А тогда еще Ильич разрешит. Когда Родина простила, это люди простили, а Родина не простила. А, так вот. Как война. А немец як зими воевал? Кто с партизанами? Ну. Так партизан тянить у кусты пойдет, а немец тут у кусты полезет. У кусты полезет, ты иди, а я за кустом прицелюючий забил. Так а немец что тогда робить? Ну як робив, по главных дорогах ездил. Туди чему ж вот я себе говорю, если напрямую в Мяделе стояли до самого последнего в гарнизоне немцы и это полиция, а партизаны, базы ихные были, напрямую километров чем. Ну и что? Лётмана были, он у Шевица ехал, переняли и в Шехтуре. Это партизаны. Этого Лётмана забили. Забили, да. И знаете, что было тут диалог? Ну, совшили батька, его генерал
был у летной части. Батька На его. самолете приехал, И он приехал на самолете, и вот так. забрал этого сына И я говорю, что? и сказал, что Ничего. мирного населения не трогали. Вот на то война. Вот, на то война. И никого не тронули. А вот возьмем он у этих... возле Линтуп. Как знаете, у этих Линтупов убили тоже Бека, Бека. главного их наверное, как в комендантуре был. Ну и что? На 3 километра вокруг Линтуп всех мужиков выбили. Кто где был дальше, вот с деревни, примерно злее, может, у Кушевщине, а там уже на Кушевщине осталась, только один человек мы на вёсте был, этот оставшийся. А так у всех мужиков повыбивали. Были некие польские банды. Это были, казали. А некоторые и в бандитах. И бандиты были. І тоді він у самоохрані став, у німців. Самоохрана. І він вже украв з піраміди одну винтовку і другую взяв, і свою. 2 винтовки взяв і йшов. И ушел, а тут где озеро, это Блядка, это теперь белая. Ну тут же все, его часовые стояли польские. И остановили. Остановили, так он, ну видишь, что польские с отлами. И он говорит, я, говорит, это белорус, я, говорит, местный, я не хочу. Мне надо, говорит, до русских идти. Вот что. Тут же, говорит, Марковская бригада. И он же знал. Так вони його завели, забили. І 2 винтовки забрали. И взяли Татуся, там было 3 раненых партизанов. И на Татуся заехали, завязли их туда у этих, на лес уже, на пусту. Вот. Ну, мусял же вести. Хочешь, не хочешь, мусяешь вести этих раненых. Ну и Татусь повез, завез ее туда. Их, это вот там Яцкого, одно Яцкого, другое Яцкого, вот туда это. И там, конечно, их лагеры были. Ну и завез он Татусь туда, их уже назад ворочается. Через Першаю немцы задерживают, полиция держит. А это наш сосед, что я говорю, Эдюк, как мы называли, вот что, это, что матка казала, мой сынок у полиции. Это его Эдюк звали? Ага, Эдюк, его звали, Тросянка, Эдюк, гэты. И он как раз был у Гминя. Вот, во-первых, из сельсовета, а некогда была Гмина. Вот и он был у Гминя. Там дежурить, и что он, и Татуся приводит. Туда полиция. Он каже, Бронька, что ты? Татуся ему и рассказывает. Он каже, хлопцы, только простите за выражение. Каже, да пошли вы нахуй, это мой сусед. Да что вы, как ты там, как ты там, за дороги сядем, да я приехали, тебе загадали, и ты бы мог их вести. Да что вы, я вы будете стрелять. И вот он его выручил. Ехал домой. А тогда уже после этой войны, где его забрали и куда его завезли, где его расстреляли, никто не знает по сегодняшний день. Никто не знает. А в 42 году, 43 мобилизация была, значит, в армию немцы, белорусов этих, ну и которые попали в Самохову, которые были забратые, партизаны приходят ночью, расстреливая эти семьи. Только выехали партизаны, ну не, тоже еще некое счастье было. И немцы жух и с белыми, в белых халатах. Ты понимаешь, нет, партизаны знали, обученные были. Усе через деревню, конец деревни, и там такая низкая канава ползуком и в лес.
А люди, население якое, ну, утекать. Кто як? Один взял корову, вот так наставил, воротник. Да тему по ногах, а то так забили. И все, тогда татов двоюродный брат, ну, это, моей бабушки, ну, сын, ну, сейчас 3 сына, забили, и это, и так напрямую, и тоже там до куста не долетел, копчут, так и все, не видно было. Ну, а что же он прицелится, да нашабученный, обстрелянный. Ну и все, и немцы, ГГГГ, партизаны поутекали. ГГГГ, там курей гусей набрали, ГГГ, что подпалили, а больше и не полили, ну что. Тогда партизаны с другой стороны там зашли, знали где. И тогда с другой стороны зашли, и отсюда накажете, чего спрашивают, что немцы, где немцы, вот немцы. И тут схопились, тут горит еще. И забили немцев, сколько забили, кто их знает. И утекали, як могли. І от вони опять в Корчах йшли, а партизани із Сосновика, там гриста місцевість, і вони на перекрест із Сосновика, з Антонового Бора, з 3 містів, і їх через реку Нарву пустили, этих немцев, из Самохова, который для Самоховой был. Тогда наших из деревни, которые в Самохове было, то сколько? 4 или 5 человек тоже были. То значит, и брат как дали партизаны, и их, ну, что-то між 2 утекло. А тих, кого штыками допорвали, кого расстреляли, там на месте. Голгофа. В общем, короче говоря, обезлюдить захотели. Да с какой причины его это дитя, что народилось, и виноват? Что ты виноват, дитя, что он жидом родился, а ты 3 или 2. А их кидали туда парень. Так само и нас. А заново спалили? Что? Заново спалили? Спалили, я ж тебе говорю, 40 деревень за 4 дни. И скот угнали, все немец спалил. Обезлюдить. А вы помните это, как полили? Так а чему ж не помню? Ёлки-моталки, мне ж было уже у 44-м году, у 43-м, мне уже было 13-14 год, не помню. Скот угнали, а людей пригнали у Лентупы и Камаи. И загнали у костел. И там они в костеле, может, дней 5 сидели. И вот так вот, нагнали так полностью и закрыли. Так Ксенц ходил за этим, который ж там, ну, дедушки был, якое его там звание было, ну, начальник, который припорученный, и плакал. И говорил, что это? Если вы их будете стрелять, мы тебя не бьем. Я, говорит, сам живой в огонь пойду до людей. Что он плакал? Что ты сделаешь? Я их прокормлю. Где ты прокормишь, я тебе золото есть или что? У меня по рации есть. Люди все дадут. Одну глубину, и он будет есть, и это будет давать. Так ходил, и все-таки уговорил. Моя тетка, она померла уже. Так это, у Камая всех были, так она муки взяла. Ну, мешок, может, килограмм
10 или 20 там. Так лучше всіх виграла. Так вони як сиділи, їх сразу в костел не гнали. Ну, якщо не дегата, у костел не гнали. Ні, так вона дала, кажуть, кажуть, мне може якої затірки звариш, или що ви діти малые, і може які ком'як, який печеш хліба, кусочек, з дітьми. Так вони як загнали в костел, і стало, это все тоже так же самое, и вот тут и отправлялись, и все. Так он взял, все на хлеб спек. И когда они вышли, так он кричит, где тая, которая муку давала? Я ешь, живая, ну и дякую Богу. Так он отдал, так она одну булку взяла, это, кажется, мешок, лично моя, для тебя. А другие, только как малым детям. И ломите малыми кусками, и вот такие грудные, что жуйте и так боек, которые есть, так это и есть хлеб. А это жуйте и давайте, а то может и это. Так люди кидали, кто мог, кто бульбу, кто что, покуда их туда у этой. У вагона не посадили, и все плакали. Все плакали люди. Вот это было. Это было. И теперь вот не скажу, это была война. Не виноватый. Может, которого надо было года забить, он живым остался, который мучился. Вот так. Тут уже на нас у Линтопах загнали в костел. С собаками атаковали, сквозь кулеметы поставили. Ну, як у нас сім'я, брат 6-й годик був, ну, я вже не могла б летіти, а гэта ж який ще лятун був. Ну, вже не розлучалася сім'я, уже що буде, то буде, попали аж у Германію. І нас усіх вивезли у церкву. Хто В яку мів... церкву? У Мядзела. І хто мів, ці може викупиться, чи що. І гэта повикуплювалися, ви повиходили з церкви. Но нас і дальше. У Кабельнику костеле ночевали. С Кабельнику у Камаях. С Камаях у Лентупах, а з Лентуп на вагони і туди. А помните, як вас схопили? Ну чому ж? Як хватили? Що сім'ю хватили і поперли? Ну а що ви робили тоді? Хто у хату, як вони прилетіли? Ну, вони ж окружили вёску, подпалили всіх. У всіх з вёски до Жорка. На коні позапрягали, що тоді ж були ще коні у всіх. І коні, і колеса у всіх було. О. А хто це були солдати, якої нації? Німці. Німці? Німці. От. Ну що. А хто остався дома і сховався? Спалили. От. І хату, і чоловік згорів. А у гэтых, у Слободе, Мацках. ну там Слобода Мацкенного. Даўней гэтай былі сеяли калапні, Маня, ты можа помніць. Не помніце вы. Сеяли калапні, з калапнёў выбіралі гэтыя, як яны зваліся? Пяньку. Ну, ага, выбирали, тады снапы. Это надо мочать было. И вот мочали, и там, и в Слободе один у лес, и остался живый, так усик спалили, побили. О! Зробили собрание, ну, партизаны и все, и вы нам должны помогать. Брать не будем, от вас глядеть особенно. Ну, надо хлеб печь, надо то, надо это. Надо нам жить, надо помогать, понимаешь, нет. Тоже так само и коров приводят, там стоять, это режать, мясо туда и это. Ну, и это собрание зробили. И так говорили, ну, и люди согласились. Ну, а были ж изосланные и оттуда, и от немцев. Ну, это доложили. Ну, таких-то давай тоже бомбить. Кто их знает, ну, не эти осколки были. На воду кинешь, вот так вот, распалишь его, накрыешь, а на воду кинешь, так он трахчит и горит на воде.
Ну тут тоже нечто на снегу. Ну и некая шмей была прибавлена. И это, дык там для того били, дык там забили этого жонку мусі, чи не машину, ну некого тоже нашего. И моя дядина, ну, татова, маминого брата, братья была. Як яна стояла, і у стяну як маханула, і печка її, печ повалилася, і її засипала. Ідуть німці, чоловік 10 їх з оружием, і йдуть прямо туди к нам на того. А вони заметили там коло реки, де то коло Воронеї, тут уже, де Воронеї переїжджають, а корови ходили, ціле стадо. А вони забралися до того, этих корови забрати їх. Пришли эти корови забрать, так я з этого больше этих був, що з этих, де ховалися. Так я по кустах, да утек. Утек я, бачу, у меня не выходное положение. Была долина такая, с этим, ну такая вроде бы заросшая. Я в ту долину, у воду, и черечину в рот. И думаю, уже так, если заметить меня, что, то я опущуся и буду дыхать. Тоді, як стали гэтыя часовые стоять у нас, и гэта, дык мы раскопали яму, снег, а гурбы были навернуты. И тогда ты соломы наслал. Случайно что? И одеялы. Два гэтыя, ну, ковдры гэтыя. Ну, ты знаешь, они шитые схудели. Если что, так будем лежать, и как ковдрами накрыться, и малые дети. Но тут, кажется, все як. Дык гэта. Ну, дык пришел, что вы робите? Дык он говорит, тата, говорит, ну-ка, что я роблю? Ну-ка, что ж, он там бились, вчера в колодцах побились. Уже были, людей невиноватых побили. И тут, говорит, что ж мне горять в огне. Погнали на работу у Шираи. Ну, знаете, где Шираи это? Так, так. Ну, туди погнали у Шираи еще это было Дубовцы. Там, теперь уже зробили дорогу. А так уже была сюда и на Дубовцы. Туди собрали, согнали и из Сульжича, из Дубовцев, из Шираев, и з Мішан, з хуторов позгоняли. Усіх туди, которых на работу, которых в огонь. Наши приехали, ховались с конями. Бо партизаны заберут кони. Наши ховались по лесе с конями. И приехали они, тату еще, правда, честь, это уже мой брат, честь. Мой брат, там дядька Франок, тогда Миша был, это уже батька был буйтом у немцев, а дядька Франок, Владя Нябожчик, Адась Нябожчик, и Эдюк Нябожчик. Это все они у лесе ховались с конями. Ну, Тогда приезжают, а уже доли горели. Уже там доли горели. Согнали у церковь этих людей, усіх, там у церковь, у хату и подпалили. Франок приходит, это уже тато ще у другой, третій брат. Каже, Бронька, на татуся, Бронька каже, долі горять. Татусь піднявся, вийшов. Там уже вони все, весь бок горить. Только вот вышел и тут такого задорожья приезжают немцы. Нас с мамой гнали в огонь. И этого батьку Клеманца гнали в огонь. Мама нигде закусила, и он поехал, и он не оглядался. Никто и дети полетели, те не полетели, и он не оглядался. Но сейчас сердце-то у человека было
Мама села за куст, и я за куст села. А еще уже тогда обоз, ну, сами знаете, ехали и подпаливали. Стреляли и подпаливали. Меришь, мама там с татушем соединились. А там ой, это вы знаете, что рассказать такие я не могу. Это, Златицу я нашли, немец себя уехал уже на работу. Стали с пулемета стрелять. И он вернулся, помахал там где платочком, и не перестали. И как раз в Чечу попало вот его. Ну, А кто стали стрелять? Немцы? ну там, что сгоняли у этой, Ага. у гумно, Мгм. Грена. И они думали, что, может, утекают. Вот. В Чечу попал, моему брату попало это вот по пальце. Ну, ноги не пробило, другому там как пробило лытку. И он потянулся на татуши. Так этот немец вернулся. Отец. Татуш каже, отец. Иди додому. Только не иди лесом, а иди дорогой. И вот я не сошлись, а я осталась в их кустах. Уже проехали, они уже задорожье загорело все. Вышла я. У нас там у саде татуш посеял горох, да такий горох хороший. Крутилася я, як вернулась, укрутилася я в горох. Ходить немец, вот як до вас, вот так вот, шомполом пора. Ну, думаю, ну що вже. Якщо ж він мене знайде, він ж заб'є. Ну, але не дійшов. Я так осталась. Осталась, я вийшла на свою вогнище. Так теперь я легче, я так легенькая сукеночка. А дождь, что ж ведра не. Посидела, думаю, ну пойду я куда-нибудь. Только я сюда, там вышла за гум. Пожить, дорогой иду. Чую, некто за мной, шоп. Думаю, ну все, уже немец. Концы будет мне. Насколько мне будет? Было. Это 11 год. Отрасуся, холодно, дождь, мокрый, промокший. А ну ж партизан. Пожить. Куда идешь? Скажу. Иду сдаваться. А что мне, кажу, робить? Вот так вот. Правда, в ней жакетку, что там накинул на меня. Идем в лес. И довел меня, там окопы были неколи. Это еще у давнейшую войну копали окопы. И вот я там сидели, я как раз им довел. Меня до татушки, до мамы. И до честь. Вот так я и осталась. Мы там зробили куреня собі, і були и записоцкие, то записоцкие все время приезжали, лодкой приезжают, да едут у Полчин, а мы туди в Курень. І що вийшло? Ніхто взяв десь з Бересниці, взяв, ну як то будемо сказали, що ти завези, не тебе розстріляємо. Я не знаю, як воно вийшло. Проводник некий притяг эту баржу с немцами, да эти Полчин взяли, да окружили. Эти Полчин окружили, и кто был в Полчине, всех убивали и полили. Полчин весь спалили. То тут така, хто кого де, і на вулицях били, и везде был туда, которых не загнали в хаты. А мой брат, мать была дома и брат, то матерь повели сюда, а брат остался, на стёпку залез. Матерь повели, а он залез, да у кусты побрал.
Да перебрав, то казали, що втопився, аж був, остався живий. Да, а потім вже, я ж кажу, я того, мого дядька то й обсмалили, солому взяли. Щоб і лиця не видно було. Чому так? Ну, що ж іде, це та зло таке було. А ви в курені пережили? А ми в курені, то як почнуть стріляти, то на пулі позначу, а там недалеко кілометр, кілометр було от Полчина до того. Но они боялись их. Як они вышли, так они разузнали там и приехали лодками себе, культурно этих. И под видом мы спалили партизанов. А партизаны все ушли, ни одного партизана они не поймали. Яка причина, що тут були партизани, да ті ж бойці? Це за этого. І така причина. Ой, глянули вже ті вугляни горять. Тоді хто втікати. А в нас тоді із Турова ховалися мужчини, бо в нас же там лози не сходимо є. Із Запісоча, із Дворця, і Річани. Да мужчин повне село. Ті люди, хто куди втікати. А там Прохоренко, дід, як зараз знаю я, вуси відчуляв і за вухо заложив. Вуси такі були. А він каже, хлопці, то вже вони, що сталися, то казали, чого не вернулися, бо ми ж не чули, що хлопці, чого утікаєте? Яка не прийде власть, загадає робити, за що нас убивати треба. А ті хлопці повірили, да поворочилися. Мало хто далі був, хто ближе вернувся. А вони їх собрали, а наша Речаня вельми велика. Там же мале те село. А вони в конець села так загнали його. Ми теж же то не бачили. Це вже розкази. Ми бігали вже, як вони лежали. Це вже ті, що сталися вдвох. То нам це розказує. То було 4 пулеметчики, каже, ці автоматчики, а один пулеметчик, там у нас такий город в кінці хату. А ото конець хати, а це дорога, а це лужок, а це лоза не сходима. І вони, це весною було теж. І вони ці били. 96 чоловік, так? Так, 96 чоловік було. Поставили в ряд, і бачать, які, щоб теперішні хитріші люди, тоді були неопитні. Вони в 4, хай з автоматами. Чого не крикнуть до вложу не втікати? Ну хоч з пулемета. А то стояли в ряд, 6 чоловік відведуть на коліни. Розрывними пулями черепи познімали так, як льон, з целем. Так тих людей вислали. То не можна нікого познати було. Отакого, це все зняти, а це все в крові. Баби по одежі, того Прохоренка, то по вусах познали, що вуси такі великі. А з Турова, Черешко він звався, Друков, Рулев. Рулева. То йому сюди пуля попала, а сюди як вилізла. А він так і лежав, не ворушився, бо він каже, ходили да гергали, як уже покинули стріляти. То я боявся ворушитися, бо на ньому вже люди лежали. То вже баби стали кричати, то він став ворушитися, до жінки за його, в мулі, да давай заматувати йому ті рани. То він і був живий, ой, довго був. Много где тут у шишек хату спалили, сядить сім'я на гарках на гэтых, а мой дядя пошел там. Так сядить эта семья, 4 детей и самих 2, 6 душ сядить. А хлопец еще был 5 у них. Як он попался, як он поехал с немцами. И так 5 дитя поехало с немцами, а 4 при их было. Так дядя привел домой в эту хату 6 душ. И нас было 3. И жили такого, людям помогли у жизни. Это шишек, помог. Шишек взял. Шишек вот тут хату спалили.
І тоді де яшчэ, у Плецяшах тут недалёка палілі. Ужо блакада прайшла, а тады вярнуліся, спалілі. О. Як гэта, чаму гэта, то іх ведаць. Здаецца, і гэты стоўшышак спалілі. Здаецца, людзі такія акуратныя, нічога ніякага. Спалілі хату, мураваны дом быў, і ўсё ім уничтожили. Причина, я точно не знаю, но уже после казали, что в Речові, так у нас к лесу ближе, село то Речов, там було вельми, ну, що ліс до партизани, вони казали. А їм у Хільчича, каже, ніхто сказав, що де партизани в Речові. А вони не поняли, що до Річча. До ту Річчу так чавили. Так помолились, выходит? Да. Когда спалили село, то где зробити ті кості поховати? Коло креста, так воно у вулиці поховали, да от так воно і вийшло, що тут такий пам'ятник вроді. Тут і хата була близько, та, що спалили. А вони пам'ятник не хороший привезли, але ж привезли просто так, от відбити номер. Не нужен був цей пам'ятник сюди, треба було другого пам'ятника зробити да привезти сюди. А тут робили матері з дітям. А вони привезли солдата. Для чого він нужен тут? Тут тільки одні діти, да одні жінки старі, діди. Зязюлечка моя шеренькая кукушечка, и покукуй, разведи мою досаднику. И покукуй, моя зязюлечка шеренькая, и разведи мою грусть одинокою. А мне ж не с кем поговорить и посоветоваться. А я ж с тобой, моя зязюлечка, сизокрыленькая, а я ж с тобой поговорю, моя подруженька. А я ж расскажу тебе горькую свою обидушку. А я же знаю, моя зязюлечка, ты никому не скажешь. А я ж знаю, моя зязюлечка, что ты мне поможешь. И кукушечка моя серенькая, щебетушечка, и ты ж прилети ко мне на высокую мою березнику, и да покукуй мне с позаранка моя серенькая. Кто живы, особое дело. Проходите. Thank you.